Лучшие ремесленники из Кызыла, Новокузнецка и Горного Алтая соберутся в Абакане, чтобы наглядно показать: ручной труд коренных народов Сибири жив и процветает. Сейчас мастера готовятся к встрече. С одним из народных умельцев встретились наши корреспонденты. Последние штрихи в оформлении национальных кукол, которых пенсионерка Галина Костякова из Абакана представит на семинаре «Традиционные промыслы народов Саяна-Алтая». В прошлом бутафор на телестудии тщательно прорисовывает глаза и скулы и, самое главное, вышивает для куклы паго – национальное украшение, без которого хакасскую женщину в былые времена представить было нельзя. Важно соблюсти историческую достоверность как в украшениях, так и в одежде. Самое сложное – это сделать голову. Голову делают из ладола. Ладол – это пластик. Японский пластик. Лепишь вот как из пластилина, потом застывает, обрабатываешь, потом ручки. Ну, ручки уже как-то попроще, чем лица делать. Еще одно увлечение Галины Ивановны – вышивание паго. Это украшение в древности носили преимущественно женщины, которые ждали ребенка. Паго защищало плод от дурного глаза. В первую очередь, когда человек на себя смотрит, он не в глаза тебе смотрит, он в первую очередь паго. На паго весь удар идет, а солнечное сплетение закрыто, и вот это с глаза порчи не может быть. Поэтому вот хакасы постоянно носили паго. И вот уникально говорю, что только в мире у хакасов паго, больше ни у кого нет. Межрегиональный семинар «Традиционные промыслы народов Саяна-Алтая» организован при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель – популяризация традиционных промыслов в Сибири. В этом году участники из Кызыла, Горно-Алтайска, Шушенского, Новокузнецка и Хакасии. Там будут работать секции: резьба по дереву, декоративно-прикладное творчество, сувенирное творчество и гончарно-керамическое творчество. Семинар открывается 17 июня в Хакасской национальной библиотеке. Увидеть работы мастеров смогут все желающие. Наталья Громашова, Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести Хакасия.